Привет всем! Рад видеть вас на нашей площадке. Друзья, сегодня у нас премьера. И нашим первым гостем становится незаурядная личность. Внимание на экран! Этого улыбчивого молодого человека называют самым добрым человеком Якутии. Он добровольно убирает мусор, помогает сиротам, инвалидам, многодетным семьям и беженцам. Цель его жизни – творить добро. В его планах охватить с помощью масштабной благотворительной акции всю Россию, а затем весь мир. Антон Васильев называет себя романтиком-добровольцем. Таким он стал после падения с высоты и пережитой клинической смерти. Ему пришлось научиться всему заново. Теперь его жизнь измеряется в добрых поступках. Антон о своих делах пишет в социальных сетях, поэтому многие имеют возможность следить за его жизнью, которая кардинально отличается от нашей. Так кто же он? Посланник небес или городской чудак? Романтик или любитель эпатажа? Итак, предлагаю разделиться на две группы – оптимистов и пессимистов. Оптимисты – это те, кто поддерживает точку зрения героя и полностью готовы защищать его. Пессимисты же – это те, кто подвергает сомнению мнение героя и готовы критиковать его. Побеждает та сторона, которая переманит на свою сторону больше людей из противоборствующей. Итак, справа от меня сядут оптимисты, слева пессимисты. Делимся. Итак, встречаем нашего героя. Мой тезка, главный альтруист и доброволец Якутии. Самый добрый парень Севера, Антон Васильев! Привет, Антон, как дела? Добрый день, все отлично, хорошо. Антон, расскажи о себе. Тебе дается минута. Кто ты и что успел сделать стоящего? Ну, кто? Я хочу сказать то, что я человек, романтик, доброволец. Делаю добрые дела. Так получилось то, что мои добрые дела стали примером. До 2015 года обо мне никто не знал. Знал определенный круг людей, человек 10-20. Я нигде не афишировал, нигде публиковал. А с 2015 года обо мне узнала вся республика, потом весь мир обо мне узнал. Из стран СНГ тоже знаю, там, если так взять. Вот, делая добрые дела, я, получается, помогаю себе и людям. Вот. А добро надо делать, потому что без доброты никуда нельзя. В наше время очень много негатива. Везде убийства, везде грабежи, а положительной энергетики нету нигде. Вот я решил положительную энергетику давать нашему миру и спасти нашу планету. Ну что ж, Антон, перейдем к блиц-опросу. Итак, Антон, как настрой? Как всегда, отлично. Сегодня тебе будут задавать в том числе и неудобные вопросы. Ты готов на них отвечать? Я на все готов. Как пионер. Так, какое по счету доброе дело ты совершил вчера или сегодня с утра? Сегодня с утра я продал блинчики добра. Тут сидит Саина, еще один мальчик сидит. Еще ты купил у меня блинчики. Да, купили блины. Бывают ли у тебя выходные дни, когда ты абсолютно свободен от добрых дел? Таких нет выходных дней. Получается, добрые дела я уже делаю 8 лет. Я привык делать уже. Отдыхать я не могу понятия отдыхать. Мне люди говорят: Антон, отдохни. Как это отдыхать? Я не могу отдыхать. А трудно ли тебе быть не похожим на других? Поначалу было страшно, конечно, когда я начал делать все это. Меня люди не так поймут, не так скажут, все это. А потом я забил на них.
Что больше всего радует и огорчает тебя в людях? Радует то, что люди живые, настоящие. Огорчает, а ничто меня не огорчает. Что может заставить тебя еще раз кардинально изменить свою жизнь? Наверное, когда я женюсь, когда будут дети у меня, тогда, может быть, я поменяюсь. Итак, Антон, перед тобой те, кто попытается сегодня узнать тебя поближе. Это учащиеся школ, студенты и волонтеры. Справа от тебя расположились оптимисты. Они поддерживают тебя и полностью разделяют твои взгляды. Спасибо. Слева от тебя расположились пессимисты. Они сомневаются и могут подвергнуть критике твои действия. Хорошо. Итак, обращаюсь к аудитории. Друзья, скажите, почему вы оказались в той или иной группе? Чем обусловлен ваш выбор? Я выбрала пессимистическую сторону, потому что в каждом выборе, мне кажется, есть плюсы и минусы. Я хотела поразмышлять на них. Вот. Добрый день всем. Мы выбрали оптимистическую сторону, потому что мы по жизни оптимисты и хотим поддержать Антона, самого доброго человека Якутии. Ну что же, начнем. Задавайте свои вопросы Антону, ребята. Есть ли люди, которым вы осознанно не помогаете? То есть как вы выбираете, кому можно помочь, а кому не надо? Я уже в течение 8 лет, у меня есть уже критерии такие. Я уже нутром чувствую людей таких. Есть у меня пару семей, кто хочет только деньги. А когда им деньги даешь, они начинают сразу гулять и прикрываются своими детьми. Вот мне детей кормить нечего, Антон, дай нам денег, дай нам денег. Я провожу им продукты питания, все нормально. А потом узнаю, что они продукты питания поменяли, либо продали, либо поменяли на алкоголь. И выпивают, и все. А прикрываются детьми. Я прочитал в одном из источников то, что вы рассказывали в интервью, кажется, то, что вы упали с балкона в состоянии, нетрезвом состоянии. Да. Вы можете, пожалуйста, рассказать об этом поподробнее? Да, я раньше выпивал, сильно выпивал. Есть такие слова, на столе стоит коньяк, под столом стоит горняк, лежит горняк. Это про шахтеров, про горняков. Мы иногда выпиваем, да, выпиваем. Ну, я в тот день я выпил хорошо и упал с высоты, со 2-го этажа вниз головой. Череп у меня не родной, пластиковый. И так получилось то, что месяц полежал в коме я, и 5 операций на головной мозг. В некоторых источниках еще указано то, что вы были в состоянии клинической смерти. Получаю, клиническая смерть была. Что там видели? Если что видели, можете поделиться? Когда я в коме был, если честно, я себя видел. Я себя видел вот так. Я видел, как мое тело толкали туда, тащили на тележке туда. Оказывается, меня носили, когда я на лифте. Меня несли на лифте, я себя видел все это. Издалека свысока стоял и видел себя. Как подходили мои родные, все это я видел, получается, душа есть. Душа живет здесь, после этого она уходит туда вверх. А вы верите в Бога? Я в Бога верю, да, в Бога я верю. Если честно, я православный язычник. Имеете ли вы какие-нибудь вредные привычки на сегодняшний момент? Вредная привычка у меня на сегодняшний момент, это знаешь какая? Какая Я же? не могу пройти мимо мусора. Вы уже занимаетесь несколько лет добрыми делами. А что вас сподвигло на это? А знаешь, что меня сподвигло? Хороший вопрос. Когда я из комы вышел, я не мог ходить, не мог говорить, не мог кушать. Всему я научился заново. Все было у меня в первый раз. Все было первый раз. Я учился. Сначала был капризным таким. Не хочу. А там мне отец сказал: Антон, хватит быть таким. Давай борись за себя, делай себя. Я начал делать потихоньку себя. Бегать начал. Мой рекорд минус 50 я бегал. 2 щеки отморозил, но я пробежался километров 4. Очень счастлив был. И знаешь что, нет предела, надо всегда расти. Вот моя мотивация такая. Антон, не хотите пойти в политику? Например, стать депутатом? Многие ли проголосуют за вас? В политику я не туда, куда. Я не политик, я прямо говорю всем. Я романтик-доброволец. Политика не мое. Не знаю почему, но у всей молодежи в России начинают карьеру хорошо, а заканчивают политиками. Это очень плохой результат. Я не обижаю их. Я просто политика это не потолок. Надо еще расти еще дальше.
дальше еще расти. А многие люди думают, что политика это все, это наш потолок, дальше мы никуда не будем. Станем депутатом и все, расти перестанем. А человек должен каждый день развиваться, учиться чему-то новому. У вас вот большие амбициозные планы. Охватить весь мир, страны, города своими добрыми делами. Удастся ли вам это сделать? Да, у меня получится, это все получится. Главное начать и не останавливаться, идти до конца. Вот вы говорите то, что вы хотите охватить сначала регионы, города, потом затем страны. Но вы не думаете то, что это физически невозможно, потому что, чтобы заняться этим, тем же самым городам нужны ресурсы, финансы, а в каждой, ну просто в бюджете нет такой статьи расходов. А ты знаешь, есть такой проект «Чером добра». «Чером добра». Это эстафетная палочка. Эстафетная палочка, она действует как эстафетная палочка от пункта А до пункта Б. И сейчас у меня действует по Вилюйской группе улусов. Каждый район помогает другому району. И при этом передает эстафетную палочку. Таким же проектом я планирую выйти на Россию, а через 2-3 года на Евразийский экономический союз. А после Евразийского экономического союза хочу выйти на весь мир. Вот так вот. Получается, я даю толчок, а дальше они сами по себе. Ну, это, скорее всего, не получится из-за, допустим, такой же ситуации, как политическая. Получится. Получится обязательно. Надо всегда быть позитивным и улыбаться. Я с вами не соглашусь. Думаю, такое не получится. Время покажет. Хорошо. Ну что же, а почему молчат оптимисты? Оптимисты. Выскажите свое мнение или вопрос. А почему вас уволили из вашего же фонда? А меня не уволили с моего фонда, это было как фонд. Ну да, меня поначалу хотели, Антон сказал, выйди из коллектива «Чером добра». Я так подумал, ладно, выйду. А сейчас наоборот, они уходят, я остаюсь. Мы с ними друзья, они хорошие люди. Спасибо им большое. Многому научили, показали. И сейчас я все то, что не научили, все воплощаю. Добрый день. Я сразу хочу возразить нашей стороне пессимистов. Антон никогда не будет один. У нас есть волонтерский центр, у нас есть хорошее волонтерское движение и волонтеры, которые работают бесплатно, безвозмездно, во имя добра. Мы представители волонтерского центра, и мы всегда поддержим Антона. Спасибо. 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 Хотите ли вы завести семью? Да, я мечтаю о семье. Мечтаю, чтобы у меня была принцесса-богиня, она есть у меня. Мечтаю о большой семье, детей будет очень много. Я сам тройняшка, наверное, у меня будет тоже тройняшки дети. Ага, а если вы заведете семью, то будете продолжать заниматься этим делом? Да, я буду этим продолжаться. Какой должна быть девушка, которая понравится вам? Какой должна быть девушка? Она уже есть, эта девушка. Какая она? Вместе с ней начинали, она добрая, она настоящая. Любая девушка должна быть настоящей быть. Вот для меня такие критерии. Девушка должна быть настоящей. Не наигранная никакой, а просто какой она есть, такая и есть. Кем вы представляете себя через 5 или 10 лет? Через 5-10 лет я представляю себя таким же, какой я сейчас есть, успешным, многодетным, детей будет много, любящим отцом и мужем. А кем вы работаете? Я работал до 2012 года в Алросе, карьера удачная. Был горным слесарем. В 2014 году переехал сюда, работал Япта, это цех сортировки алмазов. А 2014 года я безработный, я бомбар. Сейчас у меня есть маленький бизнес, этот бизнес помогает. Вы, получается, получаете еще небольшую прибыль от того, что продаете блины, половину вы тратите на благотворительность, а половину забираете себе. И вот вопрос появился. А платите ли вы налоги? Получается то, что от продажи блинов это ведь тоже идет какой-то доход? Это хороший вопрос. Налоговики сидят, наверное, старушки жмут. Да, налоговики, я скажу, и мои налоги, то, что я, грубо говоря, я помогаю людям, убираю мусор, это и есть мои налоги.
они уходят в налоги. Я могу так сказать. А прибыль от продажи блинов именно не маленькая вообще. Например, продам 10 порций, это будет 1500 рублей. Из этих 1500 рублей 300 рублей моя прибыль. 100 рублей дается на благотворительность, 200 рублей уходит на такси, на все, покупка ингредиентов. Я работаю на минус себе. Вот так получится. А самое главное в жизни, знаете, что, дети, я хочу вам сказать? Надо жить таким принципом. Никто тебе не должен, наоборот, ты должен Вселенной. И вот каждый день я отдаю себя Вселенной. И Вселенная в ответ дает, она ответ дает, да, она любит меня. Как относятся ваши родные к вашей занятости? А родные меня поддерживают очень хорошо. Ну, поначалу они боялись. Антон, как так? Ты начал выполнять функции государства. А я говорю, да не, я справлюсь. А сейчас они гордятся мной. Спасибо за вопросы. А сейчас смотрим на экран. Знаете, да, этого молодого человека? Да, знаю. Как его зовут? И что он делает? Имени не знаю. Ага. Что он делает? Что он? Добро делает. Да. А как к этому относитесь? Положительно. Он помогает людям. О, имя не знаю, но видел часто. А кто? Добрый якут. Да. Что он делает? Ну, очищает Якутск от этого. Ну, грязь, не грязь. Ага. И как относитесь к этому? Ну, хорошо, ага, вот когда о нем думаю, и хочется это убраться самому тоже. Благотворительностью занимается. Ну, очень хорошо, потому что он собирает все это дело на общественных началах, то есть он не получает никаких этих дивидендов или же зарплату от своей деятельности. То есть он волонтер, отличный человек, светлый, добрый, хороший, побольше вот таких. Да? Угу. Ага. А вы бы так не смогли? Нет. Ну, в Инстаграме видел и в Твиттере, вот в социальных сетях. Биги-биги, по-моему, да? Ну, тот, который убирает мусор. Ага. Ну и как? Ну, вообще он такой добрый, светлый, хороший человек. То, что его действия, то, что он убирает, это, мне кажется, мотивирует людей, чтобы они, ну, тоже, как он, вышли и убрались. Все говорят, молодец, хорошо, но никто не помогает. Я считаю, что каждый гражданин должен быть ответственным за то место, где он живет, ухаживать за ними и прочее. А почему так мало последователей у него? Почему Не только знаю. он один собирает? Не знаю, это наша главная социальная проблема, я считаю, Да? с которой нужно бороться и как раз популяризировать таких людей. Я бы тоже так делал, не знаю. Ага. Свободного времени у меня нету. Ну, сейчас люди такие, то, что они каждый думает сам о себе, а он помогает нам, так сказать, раскрыть глаза и помогает людям верить в добро. А вот один человек может изменить мир, да? Думаю, да. За который золотые часы получил. Да, который получил. Ага. Да. И что вы думаете про часы? Он же их продал? Да. Ну, вроде благотворительность или... Я не помню, ну, не знаю даже. Это хорошо или плохо то, что он продал? Ну, человек сам решает. Да? Ничего крамольного в этом нет, да? Нет, ничего. Ну, он очень сильный человек, по-моему. А вот то, что он выкладывает в Инстаграм, есть, наверное, люди, которые собирают, но при этом не на показ. Для вас это как? Что вы на эту тему думаете? Это хорошо или плохо? Ну, хорошо, я думаю, что люди берут с него пример. Ну, таких людей должно быть много. Ну, как говорится, мне людей не надо, но бывает разным. Главное, должно исходить от сердца, не важно, что говорят люди. Я ему пожелаю, главное, здоровья, успеха во всем. А теперь давайте поговорим о нашем герое. Кто он? Дайте оценку его поступкам и аргументируйте свое мнение. Ну, пессимист. Вы чего? Давайте я попробую как-то с пессимистической стороны показать ваши поступки. Например, вы убираете мусор, да? Но ведь это последствия, скажем, напрямую хамского отношения к городу. То есть люди просто разбрасывают мусор. Вы как бы можете убрать последствия, но причины кроются в самом человеке. И как бы я не вижу борьбы с причинами, я вижу борьбу с последствиями, но никак не с причинами. Почему и борьба с причинами идет? Например, какими способами?
Уроки добра проводим. Очень Уроки сильно. добра. Первые То есть школьники, уроки добра, насколько я понимаю, проводятся среди детей, так ведь? Детей, да. То есть И вы взрослых, ориентируетесь на и взрослых. следующее поколение, но не на это. Почему? На это поколение тоже делаем. Тоже работаем. На все поколения. Вы меня позовите, я вам лекцию проведу. Замечательно. Мгм. Хорошо. Я непременно воспользуюсь этим шансом. А что на это ответят оптимисты? Здравствуйте, Антон. Я вас вижу и смотрю в Инстаграме. И многие друзья спрашивают о том, чем вы занимаетесь. Они знают то, что вы добрый, отзывчивый человек. И я им рассказываю о вас, то есть чем вы занимаетесь, что вы помогаете городу, помогаете всей республике обрести добро и чистоту. Так вот, я хочу сказать, что вы сильнейший человек. Один из, я не побоюсь сказать, что вы один из великих людей, которые вырастила наша Родина. Спасибо большое. Спасибо тебе большое. Спасибо. Спасибо за вопросы. А сейчас внимание на экран. Лето выдалось для Антона жарким и в прямом, и в переносном смысле. Весь сезон он был у всех на устах. Первую волну бурных обсуждений в социальных сетях вызвал пост о том, что Антон продал за 30 тысяч рублей золотые часы, подаренные ему на гражданском форуме Илдарханом Игорем Афанасьевичем Борисовым. Полученные деньги волонтер передал матери больного ребенка. Пользователи социальных сетей по-разному расценили такой поступок Антона. Кто-то укорил его, кто-то поддержал. Вторую волну активности интернет-сообщества вызвала информация о том, что Антона Васильева попросили уйти из его же фонда «Чаран добра». Некоторые предположили, что самый добрый человек республики иногда использовал деньги для благотворительности не по назначению, погашал кредиты. Поэтому его попросили покинуть фонд. Красава, молодец! Мужик. Да кого он из себя строит? Иисус или якутский Иисус? Один из выдающихся людей нашего города. Это посланник Христа. Он легенда. Настоящие добрые дела на фото и видео не снимают, в Инстаграме не выкладывают. Это пиар или просто способ зарабатывания? Собирает бабло с народа, а сам нигде не работает. Слишком он правильный и везде слишком много пиарится. Почему у нас не любят правильных людей? Увижу его, помогу ему с мусором. Сам в одиночку не могу, стесняюсь. Как вы считаете, почему эти факты взволновали людей? Все знают Антона как просто человека из Инстаграма, просто героя нашей республики, которого мало кто знает даже по имени. И послушайте, и вправду, он известен только тем, что по большей мере убирает мусор, и люди сидят сложа руки и просто думают: он убирает мусор, он молодец, да, и все. И в это же время у некоторых возникает там чувство благородности, что вот молодец человек, да, он убирается. У некоторых возникает сомнение, мол, что он делает с этими деньгами. И вправду, кто знает, куда идут эти энные суммы денег, откуда оно получается, что мы не знаем, какие суммы перечислились на фонд добра и куда они вообще идут. Конечно же, мы не должны критиковать его полностью, мол, он погашает свои кредиты и пользуется доверием людей. Конечно же, он может немного делать для себя, и в то же время он помогает людям, что является бескорыстным и честным поступком. Но в то же время возникает куча сомнений. Говорят о том, что зачем выкладывать в Инстаграм, зачем это распространять, зачем себя показывать, на показ выкладывать свои фотографии и так далее, фоткаться с мусором. Но, как уже кто-то, по-моему, говорил, это всего лишь популяризация, это распространение, потому что люди смотрят, они понимают что-то, они что-то для себя откладывают. Если кто-то сидит, убирает мусор, да, об этом никто не знает, ладно, хорошо, он хороший человек, но почему это нельзя распространить, я не понимаю. А потом вы все ругаетесь на то, что Инстаграм ведется, выкладывается, а теперь вы просите доказательств. То есть как мы можем понять, куда деньги идут, то есть надо это фотографировать, выкладывать тоже. Я вот отправил деньги вот туда-то, да. То же самое, вот мнение как-то расходится. То есть надо либо закрыть это все и делать самому, либо доказывать то, что ты это делаешь. А доказать можно только через Инстаграм и через социальные сети. Спасибо.
Я бы хотел ответить на твое первое высказывание. Вот ты говоришь, что половина просит закрыть это все, а половина, чтобы все было открыто. А вот не кажется то, что надо просто больше популяризировать все это, ну, под ключом то же самое телевидение, больше распространять в соцсетях, ходить там по университетам, школам и также вести открытую бухгалтерию. Типа, вот мне вот такой-то человек перевел энную сумму денег, я эту энную сумму отправил такому-то человеку. А такое было у меня поначалу. С самого начала возьмите, когда я начал это год назад, 2015 год. Когда открыл свой счет, люди меня сами просили: Антон, открой счет в Сбербанке, мы будем переводить деньги. Начали переводить деньги: 1000, 5000 рублей, 3000 рублей, 50 рублей. Я это все публиковал, вот. А то мне люди начали писать: Антон, не публикуй это, не публикуй. Вот я стал, что мне делать? Ну все, ладно, не буду публиковать, все делать. Многие люди приходят, смс-ка: вот тебе 1000 рублей анонимно, не публикуй меня. Антон, теперь твоя очередь предложить аудитории тему для обсуждения. Вот, давайте, дети, я бы вам хотел с вами поговорить насчет... Если честно, я гомофоб, натуральный гомофоб. Я вот это не люблю, когда мальчики стискаются. Это во мне вот тут пробуждается гомофоб, и я хочу сломать их. Сейчас очень модно стало, мальчики одеваются как девочки, а девочки одеваются как мальчики. Я понять не могу, в мое время такого не было. Мы бегали за девочками, а тут сейчас мальчики бегают за мальчиками. Так нельзя, надо быть мужиком. Как вы думаете, кто мне ответит? У вас традиционные взгляды на жизнь, как были в Советском Союзе, так сказать. Перешли, и все сейчас взрослые думают об этом. А сейчас любовь, вообще, что такое любовь? Мы можем любить все, что угодно. И у каждого человека это свой выбор. То есть ты любишь человека не по внешности, а по его душе. То есть если человек хороший, ты же его любишь. И это твой выбор. Получается, а если вот мальчикам нравится розовый, это же не важно? Это же стереотип такой, не знаю, почему так сделалось. Ну, нравится человеку цвет, что? Например, мальчику нравится оранжевый, что? Девочке нравится оранжевый. Цветам же не дают пол, не знаю. Платье для девочек. Правильно. Там не написано такого. У каждого человека свой выбор в любви. Мне нравится цвет фиолетовый и зеленый. На самом деле сейчас очень многие взрослые придерживаются такой же критической точки зрения, как и вы. То есть, на самом деле довольно субъективная и узкая точка зрения. Ну и к тому же консервативная. На самом деле и в ваши времена были люди с нетрадиционной ориентацией, просто из-за того, что их права ущемляли, они вынуждены были это скрывать. И мне кажется, это хорошо, что сейчас, на данный момент, люди уже не боятся такого сильного гнобления со стороны других людей. То есть сейчас это более толерантная точка зрения. Вот, то есть к этому относятся с терпением, пониманием. И я не думаю, что на самом деле это настолько плохо, потому что, как уже сказали, любовь есть любовь, и ничего не поделаешь. То есть на самом деле я не думаю, что это так важно, встречаешься ли ты с девушкой или с мальчиком. То есть это высокое чувство, и ему не прикажешь. Я вот с вами согласен, то, что мальчик должен быть с девочкой, это естественно. Да, вот правильно. Настоящий мужчина, вот. Ты, кстати, холостой, молодой? Молодой, я знаю. Холостой. Шанс, девочки, шанс есть. Вы хотели? Я придерживаюсь такого же мнения, как и девочки. Каждый имеет право на собственный выбор. Также, почему вы судите тех людей, которые делают то, что нравится им, а не вам? Допустим, может быть, краситься, окей, но макияж не имеет пола, платье тоже не имеет пола, цвет не имеет пола. Мне нравится, допустим, черный. И что? Также сейчас, Российская Федерация — это свободная страна, и каждый может делать то, что хочет, в принципе. Думаю, что каждый имеет право на свое счастье и на любовь. Да, правильно. У меня возник вопрос. А что, если ваш будущий ребенок будет нетрадиционной ориентации? Что вы будете делать? Это его выбор. Это не мой выбор, это его выбор. Я за него не могу ответить. Это он родился, это его выбор.
Гомофоб слишком сильно сказано, мне кажется. Вообще, что такое гомофобия? Фобия — это вообще страх. И люди боятся других людей только из-за того, что они любят другого человека. Ну, своего же пола, например. Это очень странно. Да, есть такое. Оптимисты хотят высказаться. Давай. Это зависит от воспитания ребенка и от его окружения. А давайте поменяем тему. Я гомофоб, на этом не останемся. Я натуральный гомофоб. Да. А так, многие люди... Почему наша молодежь стремится в политику? Вы не задавали вопрос? Почему вы все стремитесь в политику? Политику. Почему потолок для вас политика? Стать депутатом. Вот многие люди мне задавали вопрос. Антон, баллотируйся в Елтумен, мы тебя поддержим, мы все сделаем, все сделаем. Почему для них это потолок? На меня скажу так, вот для меня политика — это не потолок. У меня вот есть свои мечты и свои желания, которых я хочу и достигну в своей жизни. Правильно, молодец, молодец. Поддерживаю. Давайте, девочки, отвечайте, кто... Я могу ответить не за себя, а просто за всех, ну, чисто на вопрос, почему стремятся в политику. Люди считают, что как бы, когда ты имеешь власть, ты можешь что-то изменить. Вот и все. Когда ты где-то там среди депутатов, ты можешь предложить. Ну, на самом деле это не так, но я просто отвечаю на ваш вопрос. Вот, поэтому. Вы думаете, что молодые люди стремятся в политику. Но я хочу сказать, что сейчас молодое поколение думает иначе. Они хотят достичь чего-то, чтобы их приняли. Но если они станут депутатом, а их народ признает? Их народ признает? Нет. Потому что их признает власть. Но они хотят стремиться к чему-то большему. Они хотят найти свое «я». Вот вы нашли себя. Вот некоторые молодые люди считают так же. Немногие молодые люди и вообще не все молодое поколение стремится быть политиком или идти к политике, но те, кто стремится, они хотят улучшить нашу жизнь. Допустим, те же самые войны, чтобы этого не было, улучшить отношения с другими странами, возможно, изменить образование, систему образования. И поддержать эту точку зрения, потому что ведь у людей есть тоже свой взгляд решения этой проблемы. И вот чтобы они смогли решить эту проблему, вот поэтому они идут в политику, чтобы у них появилось какие-то полномочия, власть, чтобы они решали эти вопросы. Правильно, правильно, правильно. А давайте я вам кое-что скажу. Мы с вами и есть государство. Знаете вы об этом? Да. Мы с вами и есть государство. Мы будем решать. Мы решаем, кто где будет. Хорошо? Вы называете политику так называемым потолком, то есть что-то, что стопорит развитие. Но на самом деле, даже если бы вы ушли в политику, то никто же не запрещал бы вам делать те же самые добрые дела, помогать людям, убирать мусор, то есть как бы на самом деле это ведь не предел, просто у вас были бы еще полномочия, которые, ну то есть если бы вы были в политике, вы бы были более известной личностью и, возможно, даже у вас бы лучше получилось популяризировать вашу деятельность и у вас было бы больше последователей. И вот многие люди сказали о том, что, ну, ребята здесь сидящие сказали, что чтобы изменить мир в лучшую сторону, обязательно нужно быть депутатом. Я считаю иначе. Не обязательно быть депутатом, чтобы изменить город, страну, свою республику в лучшую сторону. Допустим, вы, Антон, являетесь именно таким человеком, который не депутат и не госслужащий и так далее. Он сам искренне хочет поменять наш город, республику в лучшую сторону. Спасибо большое, спасибо большое. Переходи к нам. Первый человек, кто уходит с пессимистов в оптимистов. Ну что ж, действительно, мы видим, что один из пессимистов уже готов поменять свое мнение. А сейчас наступил момент истины. Ребята, предлагаю вам подумать, поменялось ли ваше мнение о герое после общения с ним. Если поменялось, вы можете поменять свою группу. Ну, к примеру, пессимист, который проникся доверием к Антону, может перейти в оптимисты. И наоборот. Раз, два, три. Переходим. Ну что ж, друзья, оптимисты сегодня победили, переманив на свою сторону двух человек из противоборствующей стороны. Поздравляем их!
А сейчас Антон выберет лучшего из присутствующих. Ага, а я уже выбрал Александра, да? Сара. Еще раз представьте, пожалуйста. Меня зовут Сара, я ученица городской классической гимназии с 9 класса. Вот, живу, родилась здесь. Держи на специальный приз от Министерства молодежи. С вами была программа «Я молодой» и я ее ведущий Антон Васильев. До скорых встреч! Сегодня провели замечательную программу «Я молодой», стал участником. Вместе с молодежью мы обсудили все такие проблемы. Я многое узнал у них, что не надо быть таким ярым гомофобом. Надо любить людей, я люблю людей, надо быть добрым человеком. Я и есть добрый, да, я добрый. Спасибо большое молодежи за то, что они приняли участие, они очень хорошие. Хочу им пожелать то, что они всегда развивались, росли и всегда были добрыми людьми. Вот так, спасибо им.